Ноября 2006 года был отравлен Александр Литвиненко. Через 23 дня он умер. Спустя 10 лет общественное дознание, прошедшее в Лондоне, пришло к выводу, что убийство, вероятно, было санкционировано лично Владимиром Путиным. Это громкое дело стало причиной значительного охлаждения отношений России и Великобритании. Люди, которые совершили убийство, и это доказано, не просто остаются на свободе, но занимают высокие должности и пользуются благосклонностью Кремля. Спустя 10 лет борьба продолжается. Сначала боролся Александр, а потом на его место встала его жена Марина. Но обо всем по порядку. Все началось 17 ноября 1998 года. Тогда Литвиненко и его коллеги на пресс-конференции рассказали о связях ФСБ с организованной преступностью и о том, что в 1997 году они получили приказ убить Бориса Березовского. Хотим сразу сделать акцент на том, что мы не противники ФСБ и нынешнего руководителя Владимира Путина, как это стремятся преподнести наши оппоненты. Напротив, мы много лет своей жизни отдали системе. Мы ее часть. Но система откровения сотрудников посчитала предательством. Все участники пресс-конференции были уволены. Против Литвиненко было возбуждено 3 уголовных дела. Он провел несколько месяцев в тюрьме. 1 ноября 2000 года Литвиненко и его семья бежали в Лондон и попросили политического убежища. За несколько дней до убийства Александра они получили британское гражданство. А затем в их жизни начался настоящий кошмар. 2006 год. 1 ноября. Александр Литвиненко встречается с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном в баре отеля «Миллениум». Ночью Литвиненко становится плохо. 4 ноября. Литвиненко помещают в больницу с симптомами отравления. С первых дней он предполагает, что его отравили намеренно. 20 ноября. Литвиненко переводит в реанимацию. В СМИ появляется его фотография из больницы. Расследование берет на себя подразделение Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом. Основная версия – умышленное отравление. В Кремле называют абсолютной чушью обвинения в адрес российских властей в причастности к отравлению. 23 ноября. Полиция получает подтверждение о том, что Литвиненко отравлен полонием-210. В 21:21 врачи фиксируют смерть Александра Литвиненко. 24 ноября. Обнародуется предсмертное заявление Литвиненко, в котором он прямо обвиняет в своей смерти российские власти и лично президента Путина. Владимир Путин, выступая в Хельсинки, заявляет об отсутствии данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти Литвиненко, и отмечает, что нет никаких оснований для политических спекуляций вокруг убийства. Официально объявляется, что Литвиненко умер от радиоактивного заражения. Полиция обнаруживает следы радиации в тех местах, которые он недавно посещал. Начало декабря. Британские следователи в Москве допрашивают Ковтуна и Лугового. Оба отрицают свою причастность к смерти Литвиненко. Луговой говорит, что сам стал жертвой радиационного заражения. Оба свидетеля не выглядят больными. Запись разговора британского полицейского с Луговым так и не была передана в Лондон, как было оговорено заранее. 7 декабря. Александр Литвиненко похоронен в Лондоне. 2007 год. 22 мая. Королевская прокуратура предъявляет Луговому обвинение в убийстве Литвиненко и направляет запрос о его экстрадиции. 5 июля. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявляет, что не намерен экстрадировать подозреваемых по делу Литвиненко в Британию. 22 ноября. Вдова Александра Литвиненко Марина обращается в Европейский суд по правам человека, обвинив власти России в причастности к гибели ее мужа. 2013 год. 22 июля. Официально открывается публичное дознание по делу о смерти Александра Литвиненко. 2016 год. 21 января. Судья сэр Роберт Оуэн оглашает итоги публичного дознания по делу Александра Литвиненко. Я уверен, что Луговой и Ковтун поместили полоний-210 в чайник в баре отеля «Миллениум» 1 ноября 2006 года. Я уверен, что Луговой и Ковтун знали, что используют смертельное вещество. Вероятно, Литвиненко отравили по указанию ФСБ. Операция ФСБ по убийству Литвиненко, вероятно, была утверждена президентом Путиным. Дмитрий Ковтун. Успешный бизнесмен. Андрей Луговой. Депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. В 2015 году награжден президентом медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. На этой неделе я встретилась в Лондоне с Мариной Литвиненко. Она рассказала, какими были последние 10 лет после смерти Александра для нее. Этот парк для меня имеет очень большое теплое чувство. С Мариной Литвиненко мы встретились в Кенсингтонских садах. Именно этот известный лондонский парк с самого начала их пребывания здесь стал родным и дорогим. Своего рода олицетворением всего того, что представляет из себя Великобритания.
куда их семья бежала в 2000 году, опасаясь репрессий со стороны российских властей. Мы пришли впервые в парк и вдруг увидели белку, которая бежит к тебе. Мы поняли, что мы находимся в каком-то сказочном королевстве. То, что шутил Саша и говорил. Мы, говорит, находимся в королевстве, мы под защитой королевы, мы на острове. То есть вот он рисовал какую-то вообще удивительную сказку. Тем, что вот он нас сюда привез и что мы в безопасности. К сожалению, это вот не совсем так оказалось. Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ России, расследовал экономические преступления и боролся с организованной преступностью. Речь идет о лихих 90-х, когда после развала Советского Союза криминальные структуры стали сливаться с государственными. В числе дел, которые расследовал Литвиненко, были и связаны с администрацией Санкт-Петербурга и его бывшего мэра Анатолия Собчака. У Саши было очень много материалов на криминальную обстановку в Северо-Западном округе. Это, конечно, было связано с Санкт-Петербургом. Эти все нити уходили к мэру города Собчаку. Естественно, в то время, когда был Путин заместителем мэра. То есть много вещей связанных было с этим. И поэтому Сашино знание, расследование, и когда он пришел на встречу с Путиным, он один раз с ним встречался и принес эти все материалы, он не был позитивно настроен, что после этого что-нибудь изменится, но, естественно, что изменилось. Саша сразу встал на контроль, наш телефон стал слушаться, и уже вот эта вот дорога в сторону того, что может что-то случиться, началась. Литвиненко обвиняли в том, что он работал на Березовского. Однако, по словам Марины, во время работы оперативником ФСБ Литвиненко с Березовским не сотрудничал. Он не служил у Березовского. На момент, когда в 1994 году первый раз было покушение на Березовского, и Саша входил в оперативную группу расследования, то он достаточно стал близок, и это было всегда регламентировано. Все встречи, все разговоры он должен был официально оформлять. То есть это не было его личным желанием прийти там встретиться. И вдруг в какой-то момент Саше, оказывается, понадобился и для других целей. То есть вопрос, заданный так как бы в воздух, а мог бы ты убить Березовского, он действительно Сашу насторожил в 1997 году, потому что он сразу же воспринял это как провокацию. В 1998 году Александр Литвиненко на пресс-конференции с группой сотрудников ФСБ публично заявил, что начальство погрязло в коррупции. Одним из приказов сверху было убийство Бориса Березовского. За этим последовала череда уголовных дел, и в 2000 году Литвиненко с семьей бежал в Британию, где власти предоставили ему политическое убежище. После побега в Лондон его собственный отец назвал его предателем. Многие стали говорить, что он перебежчик, который для получения статуса стал раскрывать факты, очерняющие высших представителей российской власти. Он с 17 лет пошел служить в армию. Он родился в семье военного врача. Его дедушка был военный летчик. Многие родственники в семье тоже имели такие же работы, связанные с армией. То есть где-то он уже был воспитан в этом чувстве долга. Переехав в Англию, Александр Литвиненко стал консультировать Бориса Березовского по вопросам безопасности, а впоследствии стал сотрудничать с британской разведкой Ми-6. 10 лет назад, 1 ноября, в пятизвездочном отеле «Миллениум», расположенном в центре Лондона напротив американского посольства, Литвиненко встречался с бывшим сослуживцем, экс-офицером Главного управления охраны Российской Федерации Андреем Луговым. Попил с ним чаю и вечером того же дня почувствовал недомогание. У него прямо ночью с 1 на 2 уже начались первые симптомы. Ахмад Закаев, бывший чеченский полевой командир, получивший политубежище Британии, был близким другом Литвиненко. Когда он мне сказал, что он пил чай в «Миллениуме» и пил чай с российскими своими бывшими коллегами, он, как мне сказал, он уже даже сразу же после того, как он выпил, сделал вот эти 2 глотка чая, он говорит, первое, что мне пришло в голову, меня отравили. А зачем он встречался с этими людьми, если он у него было подозрение? Вот этот вопрос для меня, он остается на сегодняшний день. Он мне говорил, Ахмед, когда они задумают провести какую-то провокацию против вас, в принципе, на физическое уничтожение, они к вам подошлют человека, кого-нибудь из вашего прошлого. Британские власти долгое время не могли поверить в то, что Литвиненко отравили радиоактивным веществом. Изначально его лечили от пищевого отравления. 23 дня ушло на то, чтобы определить, чем именно был отравлен Литвиненко. Вот его физическое здоровье и то, что он оказался в Великобритании, могли выяснить, что было против него использовано. Те люди, которые спланировали эту операцию, надеялись на то, что никто ничего не обнаружит. Вот. Они были уверены, что никаких следов не было. И их не было бы.
Если бы через 23 дня не обнаружили в его организме полоний, никто бы не пришел бы ни в Миллениум, ни в суши-бар, ни в автобусы, самолеты, отслеживать вот радиоактивный след. В то, что российские власти способны контрабандным образом провести полоний и отравить в одной из главных столиц мира человека, поверить не мог никто. Может быть, именно поэтому даже после того, как было доказано, что Литвиненко отравили полонием, реакция британских властей не была достаточно жесткой. Я думаю, что мы были слишком мягки по отношению к России в то время. Я считаю, что британское правительство пыталось принизить важность того, что в нашей стране произошел акт ядерного терроризма, в результате которого не только был убит господин Литвиненко, но и поставлены под угрозу жизни сотен других людей, которые ходили по улицам Лондона. Нам неизвестны все детали секретной информации, к которой имели доступ люди, проводившие общественные слушания. Но из финального отчета понятно, что Владимир Путин и его ближайшее окружение одобрили это убийство. Это остров, да? С него просто сразу так не убежишь никуда. Могут задержать. А так отравили, выпили чай, и умер человек непонятно от чего. Для Ахмада Закаева Александр Литвиненко был особенным человеком. Не только другом, с которым он сблизился в Лондоне. Он был первым российским офицером, который встал на сторону чеченского народа, говорит Закаев. Он был включен в комиссию, которую создал Масхадов по расследованию военных преступлений в Чечне. По моему предложению в эту комиссию Аслан ввел Анну Политковскую и Александра Литвиненко. Анна Политковская знала, где сосредоточены были все воинские подразделения в России. Она знала, где находили и открывали массовые захоронения. Она знала, кто непосредственно командовал там. А Саша, используя свои связи в России, которые у него оставались, он устанавливал конкретные данные того командира. В Чечне Литвиненко был один раз. Принимал участие в операции по освобождению заложников в Первомайске. 9 января 1996 года чеченские боевики под командованием полевого командира Салмана Радуева взяли больницу в Дагестане и захватили более 100 заложников. По словам Марины Литвиненко, участие в этой операции сильно изменило восприятие Александром чеченской войны. Они жили в каком-то заброшенном автобусе. И при этом он видел генералов, которые были пьяные каждый день, которые не могли принять решение, что им делать с Радуевым. И вот это он все увидел. А последний, когда ему пришлось допрашивать чеченского парня, школьника, и когда он его спросил, ну, что ты делаешь на этой войне? Он говорит, а весь класс пошел. И для Саши, который был воспитанный на этих книгах, на фильмах о войне, он такой очень патриотичный был всегда. Он говорит, ну это же как это, война, говорит, Великая Отечественная. Когда, говорит, классы уходили на войну, так это значит, они просто борются за свое существование. Это не террористы. Они знали, что он не предавал Родину, но они ему не простили, что он предал их систему. Вот это было как бы назидание другим. Я сравнивал еще тогда и сейчас убийство Анны Политковской. Ане нужно было вот так убить, да? Вот чтобы она в последний момент испытала страх. А Сашу нужно было так убить, чтобы он абсолютно беспомощен и вот в таком унизительном положении, когда все за него кому-то надо делать. Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года. Известие о смерти Литвиненко застало Владимира Путина в Хельсинки. Когда на пресс-конференции его попросили о комментарии, он ответил в свойственной ему манере. Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. Он говорит, мол, Литвиненко не Лазарь, чтобы вообще делать такие заявления. И вот я открываю страничку. И Сашиной рукой, вот просто Сашиной рукой написано. Когда Лазарь восстал из мертвых, никто не задавал ему вопросов. Нужно уважать безмолвие усопших. Ну так, Шахид. Первые 5 лет после его смерти Марина пыталась держаться в стороне. Но в 2011 году все же решилась на подачу иска для рассмотрения дела в суде. Целый год шло расследование в рамках общественного дознания. В итоге судья сэр Ричард Оуэн заявил, что в материалах есть доказательства о причастности российского государства к смерти Александра Литвиненко. То, что я делала, как я считаю, нормальная, любящая жена, которая потеряла своего мужа. То есть если мы берем вот просто дело, то, что человека убили, и я вправе знать, кто его убил. Но если это привело
в окончании, особенно в приговоре, к России, и если это было названо имя Путина, это не моя вина в этом. И последними его словами как раз были о том, как он меня любит. Это был последний. Он мне просто сказал: Марина, я тебя так люблю. Все.